Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Виталий Пилипчук и моя авторская передача «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Сегодня мы будем говорить о рынке молочной продукции в республике, о местных производителях и о потребителях. Я думаю, это будет интересно широкой аудитории. Сегодня у нас в гостях Алексей Трабер, торговая сеть «Дворик». Добрый день. И Алексей Сарафинос, представитель совхоза «Алексеевский». Добрый день. Итак, начнем с того, что же на сегодняшний день представляет рынок молочной продукции со взгляда производителя, как он на это смотрит. И вот здесь как раз Алексею, представителю совхоза Алексеевский, как раз хотел бы дать первое слово. Как все-таки, чем представлены на сегодняшний день товары, какие есть тренды и, возможно, проблемы? Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. На сегодняшний день молочный рынок республики у нас представлен очень широко. Есть это у нас так распространенная кисломолочная продукция, это у нас кефиры, это у нас ряженки, есть также различные у нас йогурты, творога, сметаны, масло. Представлено очень большое количество производителей, как наших республиканских, так и соседних, ближайших регионов. В этой части хотелось бы поподробнее все-таки, какую долю общих производителей занимают, по вашему мнению, по вашему ощущению рынка, именно местные производители, какая динамика, что у нас происходит с, так сказать, пришлыми? Ну, по моему мнению, доля местных производителей в наших сетях, в наших магазинах, это порядка 60%. Хотя мы могли бы обеспечить, исходя из нашего объема производимого молока в республике. Все-таки республика является молочным, это является молочным регионом, но, к сожалению, не всегда федеральные сети охотно поворачиваются к местным производителям. Им бывает не хватает объема, им бывает не хватает спецусловий, там не хватает доставки, и они выбирают более крупных национальных, так сказать, наших игроков в соседних регионах, в центральной России, где они осуществляют отгрузки на центральные РЦ, их распределительные центры, и там уже продукция идет дольшего срока годности, так сказать, долгоиграющей. Речь идет все-таки о некой спекуляции на качестве, наверное. То есть это первое ощущение, которое вот из того, что вы говорите. Ну, существует два вида продукции. Есть же скоропорты, это от 3 до 7 дней. И, по идее, это наш рынок, который... Это наш рынок, который здесь, на местном регионе, и в том числе совхоз Алексеевский выпускает именно такую продукцию, которая с коротким сроком годности. Вы, кстати, реализуете у себя, или тоже у вас есть дистрибьюторы там, в других торговых точках? Или у вас... Вот как у вас дистрибьюция осуществляется по вашей продукции? У нас существует наши 38 магазинов по Уфе. Дальше по республике мы не выходим. У нас не такое уж и большое производство. Возможность нашего цеха переработки — это 25 тонн в сутки, и мы в свои 38 магазинов это дело распределяем. Наша продукция — это так называемый социальный продукт. Он не особо там маржинальный, потому что основные наши покупатели — это бабушки, дедушки с ближайших домов, с ближайшей окрестности. Да. Мы расположены во всех частях города, так сказать, в спальных районах, и по традиции люди туда приходят, берут нашу молочную продукцию, также и овощную продукцию. То есть вы замкнуты больше на свой сбыт, и у вас как таковых, условно говоря, больших дистрибьюторов в городе? Нет, дистрибьюторов нет. Мы сейчас работаем с одной нашей внутренней сеткой, поставляем туда продукцию. В принципе, они довольны, но есть одно но, нам приходится доставлять и в каждую торговую точку. Вот я бы хотел в этом моменте передать слово Алексею Траберу вот как раз с позиции ритейлера. И как вы видите вот эту именно нишу, рынок, какие смежные продукты и вообще куда все идет? Добрый день еще раз.
дорогие радиослушатели. Ну, с точки зрения ритейла, все-таки задачи у производителей и у продавцов, а мы являемся как раз вторыми, немножко разные. То есть наша задача обеспечить молочной продукцией всю аудиторию, всех потребителей, всевозможных потребителей, начиная от классического молока, к которому все уже привыкли, до каких-то экзотических позиций, которые стали уже неотъемлемой частью нашего рациона, такие как там йогурты, какие-то национальные продукты, которые не все производители и федерального уровня в том числе могут производить. Это раскрывает для нас огромный потенциал с точки зрения специфики потребления, ну, региональной специфики потребления. С точки зрения работы с местными производителями, с федеральными производителями, мы работаем, конечно, со всеми, и это такой правильный тренд, потому что потребитель хочет сегодня одного, завтра другого, послезавтра третьего, и мы... Но есть же некая, я тоже погружен немножко в тему, и есть вот этот тренд от местных сетей, от местных сеток все-таки поддерживать нашего башкирского производителя, и это скорее не про деньги и не про бизнес, я так понимаю. Ну, с точки зрения и поддерживать местного производителя, и в угоду специфики потребления, то есть, например, в наших магазинах специально выделена фермерская полка, мы уделяем большое значение именно мелким и маленьким производителям, так сказать, поддерживаем местного производителя, у кого короткие сроки годности, ну, в том числе там совхоз Алексеевский относится к этой же категории, но отличие фермерской продукции, то, что там не промышленное производство и, соответственно, максимально натуральная продукция, это, в принципе, общий мировой тренд, то есть все мировое потребление движется к натуральности. Другой аспект, что эта продукция не всегда доступна для всех категорий граждан. Речь идет о цене, в первую очередь. Да, то есть речь идет о качестве, то есть очень большой компонент ручной работы, что касается сыров, что касается, например, там кызыл ырымсек, то есть национальных таких продуктов, которые, собственно, и готовить не все могут. Да? То есть мы выделяем отдельную полку, и в наших магазинах она визуально даже выделена, фермерская полка. Ну вот хотел бы на тему продуктов Башкортостана поговорить. Ведь есть вот эта целая программа по поддержке, как сказать, о фактически стимулированию местных производителей к тому, чтобы они как-то дальше развивались. И вот этот есть узнаваемая вот эта марка. Знак качества, который уже благодаря там, как одни из коллег оценивали, нескольким миллиардам рублей, которые оцениваются уже бренд, именно вот этот, один из немногих региональных брендов. Все-таки как вы как ритейлер работаете с этим знаком, работает ли это реально, или это больше внутренняя история? Вопрос узнаваемости, естественно, уже проведена большая работа со стороны структур, поддерживающих этот знак. Уже есть узнаваемость среди потребителей, есть свои приверженцы этого знака и этой продукции, и все больше и больше фермеров, и все больше производителей сотрудничают с этим знаком, проходят их освидетельствование по качеству, и, соответственно, у нас на полках они, естественно, присутствуют. То есть это некая такая группа. Да, мы совместно с продуктом Башкортостана проводим и выездную торговлю, то есть мы выступаем в данном случае как операторы, имеющие компетенцию продаж, да, и помогаем реализовывать продукцию на выездных, ну, в том числе, например, на молочной стороне мы помогали мелким фермерам, которые, для которых затратно выезд на такое мероприятие. Они не отбиваются просто даже. Да, то есть их затраты очень большие, и, собственно, мы объединяли их и представляли на одной точке, помогая им правильно продавать их же продукцию. То есть как раз хотел бы Алексею, представителю совхоза Алексеевский, передать на эту тему слово, но все-таки вы следите за коллегами, за производителями. И вот в прошлом году прошла не очень хороший информационный фон в ключе, что отдельные производители просто закрылись большими объемами. И все-таки на ваш счет, на ваш взгляд, с чем связаны вот такие тенденции? Это
какие-то внутренние проблемы, ошибки, или это некая системная история, там, связанная с проблемой в логистике, в особом подходе в экспансии внешних производителей и так далее? Вот интересно ваше мнение. Ну, по моему мнению, то, что у нас предприятия достаточно крупные закрываются в республике, это складываются какие-то финансовые составляющие. То есть это управленческие проблемы внутренние. Внутренние нет возможности получать какие-то льготные кредиты, нет никаких, может, субсидий, поддержек, потому что зачастую поддержка осуществляется сельхозтоваропроизводителям, а переработчикам она идет в небольшой части, и в части там компенсации процентной ставки по кредитам. Поэтому сейчас достаточно сложно. Это же огромные деньги вкладываются в закуп сырья, как молока сырья, так и упаковки, оборудования, логистика очень много съедает. То у нас вводятся системы Платон, это опять же все прибавляется к себестоимости, то у нас увеличивается стоимость топлива по транспорту, и опять же это все на логистику у нас ложится. То есть упаковщики точно так же, цены у нас привязаны либо к евро, либо к доллару, то есть мы тоже от курса очень зависим. А смотря на полки наших сетей, наших продавцов, которые, естественно, хотят покупателю дать какую-то акцию, хотят дать какую-то скидку, ну а за счет чего она делается? То есть продавец, переработчик, производитель должен дать продукцию дешевле, нежели она продается у, там, так сказать, соседнего магазина и там в свою себестоимость его вложить, чтобы привлечь. Вот такой вот вопрос, он отчасти провокационный, все-таки нас, как, опять же, там, в кулуарах коллеги говорят о том, что доля стоимости продукции в чеке составляет там едва половину, а половину забирает торговая сеть. Реально ли это такая вот... Или это норма жизни, на самом деле, к этому торговая сеть тоже несет определенные затраты. И вот, наверное, к обоим коллегам вопрос. Ну, наверное, в первую очередь это относится к сетям, то есть ко мне. Да? Я могу сказать, что наценка на продукцию в данной категории практически минимальная, и, естественно, она не составляет... Наценка может, конечно, варьироваться, но, как правило, не превышает 20%. То есть это городские легенды, по большому счету. Да, то есть если мы говорим о доступности, все-таки мы ориентируемся на потребителя и понимаем, что есть продукция, которую могут себе позволить немногие, это продукция в дорогом сегменте, но молочная продукция и сопутствующие товары не относятся к этой категории, поэтому наценка там минимальная только для того, чтобы покрыть операционные расходы и иметь небольшие деньги для развития и поддержания этой темы, собственно, внутри сети. Хотел добавить по опыту работы с внутренней нашей сеткой республиканской, уровень цены в наших магазинах и в этой сетке он одинаков. То есть мы с ним договорились, что цена у нас, цена у них будет одинакова. То есть они делают наценку только на ту скидку, которую мы им предоставляем и оказываем услуги по доставке. Говоря об экспансии внешних производителей, все-таки понимаем, что сейчас мы говорили про Скоропорт больше, это они идут в ниши неких субпродуктов, я так понимаю, больше. Это не молоко в первую очередь, это какие-то все-таки производные молока. Производные молока, и не всегда даже молоко, наверное, да? Но отчасти около молока продукция. Но отчасти экспансия происходит из-за того, что то производство, которое размещено на территории Башкирии, в первую очередь отвечает каким-то классическим потребностям людей. И экспансия наблюдается в специфических продуктах. Ну, к примеру, мы работаем с продуктами, производными козьего молока, то есть это козьи йогурты, козьи сыры. Да, собственно, в нашем регионе эта тема развита недостаточно, и, собственно, нету специализированных производителей или специализированных, так скажем, поставщиков, которые могли бы отвечать высоким требованиям сети и высоким требованиям потребителей. И поэтому в производственном масштабе. Да, и в производственном масштабе. То есть в штучном варианте люди это делают, существуют личные подсобные хозяйства, но, к сожалению, для того, чтобы сеть
начала продавать эту продукцию, нужно пройти очень много бюрократических моментов. Такой вопрос производителю, опять же. Не говорит ли это о том, что эта ниша рынка достаточно свободна, или мы уже опоздали? На самом Нет, деле, нет, это ниша рынка открыта. Если брать у нас центральную часть и заходишь на полках, есть и козье молоко, и козья продукция, то есть здесь, пожалуйста, ниша открыта, и желающие есть. Если говорить про не козье, коровье молоко и все, что производные, та экспансия, которая идет по этой группе товаров, то есть это может ли быть там запросом для потенциальных производителей строить некие производства в Башкирии? То есть я к чему? Что достаточно ли объемов потребления в локальном регионе для того, чтобы строить какие-то новые производства? Или это все завязано все-таки на большие сети, и на большие объемы, и на какие-то другие территории, и работы с другими регионами? То есть пофантазируем на эту тему. Министерство сельского хозяйства республики же ежегодно проводит анализ потребностей молочного рынка, мясного, хлебного и всего рынка, который существует. Ну и у нас недовыпускаем мы того объема, исходя из статистических показателей, которые мы выпускаем на сегодняшний рынок. Насколько я помню, то есть у нас сейчас это порядка там 70-65%, то есть норма потребления от среднестатистического. То есть возможности есть, рынок есть, и, пожалуйста, открывается предприятие, заходит. Ну, к этому вопросу я бы хотел добавить то, что ведется работа и централизованно на уровне того же Минсельхоза, то есть с чем мы, например, сталкиваемся, проблемы, которые возникают у мелких фермеров, да, сейчас вот такая тенденция, они объединяются в кооперативы. То есть кооперация позволяет, так сказать, совместными усилиями решать те или иные вопросы. Кто-то занимается логистикой, кто-то занимается оценкой качества, кто-то занимается продажами. Да, и в этом вопросе мы как раз активно сотрудничаем с сетью, с рядом кооперативов, которые нам поставляют продукцию на полку. И, собственно, это положительный опыт. Я думаю, его нужно тиражировать, на него обращать внимание. И, естественно, потенциал для производства местного огромный, надо этим заниматься. Вот поговорим о смежных товарных группах с молочкой. То есть вот эта кооперация, она привязана как-то к конкретным группам товаров, или все-таки это, грубо говоря, там, производители кондитерки, им не надо кооперироваться, и они как бы сами там плавают, молочники, у них ситуация сложнее, они кооперируются. Вот немножко вот про смежные, может, области поговорить, есть ли в какой части групп товаров кооперация вот сейчас самая такая активная? Ну, с точки зрения сложившейся ситуации, наверное, все-таки флагманом является молочный сектор в этом вопросе, потому что компетенции производства, компетенции логистические, компетенции, собственно, так скажем, выработки этого молока или продуктов из молочной группы, так скажем, они так скажем, на сегодняшнюю ситуацию это наиболее отработанные уже схемы в нашем регионе. Ну, это жизнь заставила, по большому счету. Ну, к молоку добавляется и мясо. Это смежные продукты производные, где молоко, там есть и мясо. Ну, то есть это тоже тут, так скажем, опыт, он, естественно, будет тиражироваться. То есть если понаблюдать за развитием рынков, то сейчас мы видим развитие не только молочной промышленности, то есть кооперация идет и у переработчиков овощей, и у переработчиков того же меда. То есть все знают ассоциацию, которая объединяет производителей меда. Они проводят совместными усилиями и снижают себестоимость производителей. То есть, возрождается кооперация по всем видам. Кооперация возрождается. Почему она снизу идет? Она идет на самом деле не всегда снизу, она идет с разных сторон, потому что это тренд. То есть мы учимся экономить, зарабатывать деньги, считать в первую очередь деньги, что в большинстве случаев раньше многими не делалось, и мы видим результаты. Некоторые компании не выдерживают натиска. В одиночку они не могут с этим справиться. Не могут в одиночку справиться, и мы видим всплеск, когда люди что-то начинают делать, но, к сожалению, не справляются с тем объемом работ, который возникает. Был же период, когда, помнится, это уже лет, наверное, 8 назад,
когда активно производителей, можно сказать, за хвост тащили в сети большие, в которые федеральные приходили. И вот тогда очень многие производители с рынка выпали именно по причине вот немножко о коварстве работы с большими сетями. Хотел поговорить, производители из опыта, что очень многие обожглись на том, что большие сети делают зачастую не очень комфортные и даже некомфортные условия для производителей. И им изменилось вот вопрос, опять же, представителя совхоза Алексеевский. Я знаю, что вы не только в рамках этого предприятия работали, у вас достаточно большой опыт. Сколько ситуация эта реально изменилась по отношению к производителям, там, в частности, местным? Все так же тяжело туда зайти? Или производители местные, как правило, уже и не рассматривают большие сети как цель, как целевое место точки сбыта? Вот. Ну, если брать наш регион, республику, то у нас здесь есть, так сказать, благоприятные условия, что у нас есть не только федеральные сети, но есть и наши внутренние сети, с которыми гораздо проще договориться. Которые совсем по-другому подходят. Да, они по-другому подходят, им не нужен такой большой объем колоссальный, как запрашивают федеральные, и с этим у нас проще, потому что мы встречаемся с коллегами из других регионов, и они поражаются, что у нас, говорит, 100% только федеральные сети, и с ними работать невозможно. И из своей практики я сталкивался с таким, что, да, выпускаем там СТМ под собственной маркой сети, и они ежеквартально запрашивают, какой процент их продукции является в нашем производстве, сколько он занимает. И когда эта планка переходит там 60-70%, тогда уже сети начинают выкручивать руки. То есть предприятие полностью становится... Заложником большим. Да, то есть он свой рынок уже похоронил, как говорится, он сориентировался на сети, и сети спокойно могут запрашивать и акции, и скидки, и все что угодно. То есть мы здесь с нашими сетями, с двориком, с другими, которые присутствуют, мы с ними можем договориться. Говоря о поведении потребителя, вот один из трендов, который отмечают, в одной из прошлых передач мы разбирали с коммерческой недвижимости, пошел такой тренд сейчас, что люди перестали ездить в большие гиперы, все меньше и меньше ездят, это с экономической ситуацией связано, и вот магазин у дома, он возрождается вплоть до того, что там мировые сети начинают рассматривать, запускать форматы в формате у дома. Там тоже мы говорили про Икею, которая сейчас начала делать магазин у дома, интернет-магазин фактически с какой-то минимальной продукцией. То есть этот тренд, он действительно сейчас помогает бороться за потребителя. И вот на эту тему хотел бы Алексей Трабер пару слов. С точки зрения трендов, да, то есть наши магазины давно выбрали такую стратегию, они размещены в жилых локациях, то есть мы непосредственно специализируемся на работе с покупателями, которые находятся, то есть дворик, сам магазин называется, потому что мы находимся реально в конкретных дворах, зачастую наши магазины не находятся на красной линии и своими фасадами ориентированы на жилой, внутрь двора, на жилую локацию. Вот. С точки зрения тренда, да, есть такой тренд. Собственно, многие производители сейчас, многие, так скажем, ритейлеры ориентируются на покупателя внутри жилых локаций. Но это вызвано в первую очередь тем, что, как я уже говорил, люди на всех уровнях начинают считать, что им выгодно, что им невыгодно. И, соответственно, зачастую, если тебе нужно совершить какую-то не очень крупную покупку, ехать в большую сеть просто нерентабельно с точки зрения бензина и потери времени. На транспорт потратишь больше. Да, то есть в этом смысле качество обслуживания, раньше почему не развивались еще магазины, то, что не было качества обслуживания. Я думаю, что мы еще коснемся этого вопроса. Да, во второй части есть такое, как на эту тему, такая шутка, не шутка. Говорят, женщина перемещается по торговому центру со скоростью 1000 рублей в час. Это вот как раз тот самый фактор, который и, кажется, является, стимулирует развитие формата магазина у дома. Мы сейчас будем прерываться у нас будет небольшой перерыв. Напомню, это программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы-Уфе. Мы говорим про рынок молочной продукции. В гостях у нас Алексей Трабер, торговая сеть «Дворик», и Алексей Сарафинос, представитель совхоза Алексеевский. Встретимся после перерыва.
В Москве 11 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Сотрудники управления К ФСБ вместе с налоговой службой проводят выемку документов на нескольких предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги. По данным Интерфакса, следственные действия проводятся в нескольких регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Как пояснил собеседник агентства, обыски связаны в том числе с возможным уклонением от уплаты налогов. Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора от Карачаева-Черкесии, подозреваемый по делу о создании преступного сообщества и хищениях, был отмечен благодарственными грамотами генпрокурора Чайки и главы Следственного комитета Бастрыкина. Об этом в Мосгорсуде сообщил адвокат Игорь Стришенец. Он просил суд освободить Арашукова из-под стражи под залог в 5 миллионов рублей. Однако Мосгорсуд признал арест законным. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» просят Кремль не допустить отказа от партийных списков на региональных выборах. Это убьет партийную систему в стране, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Ранее в Тульской области решили снизить до 1/3 долю мандатов, распределяемых по партийным спискам. Аналогичные инициативы обсуждают в Волгоградской области, Марий-Эл и Хабаровском крае. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил, что изменения затронут не более 1/10 всех регионов, сообщает издание «Медуза». Евросоюз и США готовят новые санкции против России после захвата 3 судов и задержания 24 украинских моряков в Черном море. Об этом сообщают Sky News и Financial Times со ссылкой на информированные источники. По некоторым данным, санкции будут введены против людей и компаний, которые участвовали в захвате украинских судов. Государственный долг США обновил исторический рекорд, превысив $22 триллиона. За время правления президента Трампа госдолг вырос на 2 триллиона. Главным образом это произошло из-за снижения налогов, отмечает Associated Press. Большинство россиян, 65%, считают, что в российских музеях принимаются недостаточные меры для защиты экспонатов. Это показал опрос в ЦИОМ. Он проводился после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. 21% опрошенных считают, что в случаях пропажи экспонатов виновато прежде всего руководство музея. В Москве сейчас -1 градус, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 95%. Сегодня облачно, снег и днем от 0 до +2 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек _сумма пожертвования». Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет политик Евгений Ройзман. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская передача «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Напомню, сегодня мы говорим про рынок молочной продукции. И в гостях у нас Алексей Трабер, торговая сеть «Дворик», и Алексей Сарафинос, представитель совхоза «Алексеевский». Мы до перерыва говорили как раз о формате магазина у дома. Я вот хотел эту тему продолжить и о том поговорить все-таки, как трансформируется этот формат сейчас, что у нас с качеством, какие тренды и на какой опыт вы опирались, в частности, развивая этот проект. Ну, собственно, хотелось бы остановиться, почему, продолжая разговор о развитии магазина у дома, то, что магазины реально меняется подход к обслуживанию потребителей, начиная от прилегающей территории. То есть, естественно, все магазины сейчас мы открываем, продумываем, как в жилых локациях эти магазины будут заметны, какая будет прилегающая территория. Очень большое внимание уделяем внутреннему не просто наполнению, то, что у нас на полках, но и самому интерьеру, удобству для потребителей, режим работ. Отдельный компонент, то есть магазины начинают работать каждый с учетом того, как ведут себя потребители, то есть если есть необходимость, то магазин делается круглосуточным, если такой необходимости нет, то мы стараемся открываться как можно раньше. Вот был как раз момент на тему режима работы, он очень жестко был привязан там, лет 10-15 назад к алкоголю. И после того, когда были определенные преобразования введены, вы теперь очень серьезно, я знаю, что пересмотрели. Ну, с точки зрения алкоголя у нас была статистика, мы ее озвучивали на различных совещаниях и в средствах массовой информации. То, что если раньше доля алкоголя была достаточно большой, то сейчас идет тенденция к наполнению продуктами питания, которые повседневного спроса. То же самое касается собственного производства, то есть производство, например, там выпечки, пекарня у нас начала работу, и, соответственно, это повышает и доверие потребителей, то есть люди, приходя в магазин, видят, что часть продукции прямо здесь и производится, то есть выпекается хлеб, можно выпить кофе, можно приобрести выпечку свежую, она каждый день обновляется, собственное производство позволяет нам очень гибко подходить к этому вопросу, и развитие магазина у дома идет по нескольким направлениям. Каждое направление можно обсуждать достаточно долго, но мы остановимся только на вопросе качества. То есть вопрос качества выходит на сегодняшний день на, так скажем, на первый уровень, да, и, собственно, работа ведется постоянная по контролю как крупных производителей, то есть мы выборочно делаем анализ качества на соответствие тем заявленным. У вас есть своя лаборатория? Нет, мы, естественно, не имеем такой компетенции, в этом нет необходимости. У нас в республике много лабораторий, которые этим занимаются. То есть есть профессиональные, грубо говоря, да, то есть государственные. То есть это важный момент для понимания потребителя. Государственные лаборатории, да, то есть мы заинтересованы, чтобы информация была максимально достоверной, и, соответственно, в контексте за крупными производителями мы не допускаем контрафакта, соответственно, появления на полке, следим за тем, что мы ценим своих потребителей и не можем им предоставлять недостоверную информацию на полке. И второй момент, то, что работая с фермерскими кооперативами, мы следим за тем, чтобы они четко соблюдали нормативы, которые предписаны для торговых сетей. И, опять же, качество продукции не допускаем. Где-то недоброкачественные. Приходится ли фермеров учить? Да, естественно. Каким образом вы это делаете? Работа с фермерами. Рублем или все-таки? На фермы выезжают? Нет, у нас есть аудит ферм. То есть мы регулярно выезжаем к нашим фермерам и смотрим, в каких условиях и как продукция производится, и с учетом своего опыта даем рекомендации. Ну, то есть, например, сейчас ведется работа по консолидации, чтобы снизить нагрузку на фермеров и, как следствие, цену на полке, чтобы
объединять в некий региональный центр, где, собственно, разные фермеры привозят для нашей сети в одно место, и доставку мы берем уже. Чтобы попасть к вам на полки, какой путь должен пройти фермер? То есть, условно говоря, это некая формализованная форма запроса, или это люди стоят у магазина со своими там продукцией, образцами в очереди и ждут, когда их примут? Нет, процедура достаточно простая, то есть нужно, чтобы попасть в нашу матрицу, то есть, грубо говоря, на полку магазина, нужно предоставить информацию о продукте, предоставить условия поставки, смогут ли они удовлетворять этим условиям поставки, и, соответственно, предоставить продукцию на дегустацию нашим экспертам, чтобы они оценили, насколько она соответствует ожиданиям наших потребителей. Собственно, процедура достаточно короткая, срок заведения. Если говорить, насколько фермер сегодня готов свою продукцию презентовать, и вот речь о том, что о возможных там СТМ, так называемых СТМ, это, поясню для радиослушателей, это когда выпускается на производственных мощностях одного производителя, выпускается некий товар с неким брендом, некими отдельными брендами. Насколько этот тренд сейчас вообще есть? Или это для, мы говорим про молочную продукцию, точно такая локальная история? С точки зрения тренд этот обязательно есть. В первую очередь, например, мы основываемся на опыте крупных игроков в этой области. Например, московская компания «Вкусвилл», у этой сети практически вся продукция молочная имеет имени их. Да, имени их. Да, то есть это вкусвилловская. Естественно, каждое наименование производят те или иные производители, специализирующиеся на этом. И, собственно, мы их опыт перенимаем, с ними обмениваемся, ездим на стажировки и смотрим, как они благополучно развиваются в этом направлении. И все, что можно реализовать у нас стоит в планах, и мы эту работу планово осуществляем. И я думаю, что в ближайшее время когда-то увидим и СТМ-дворик. Прежде чем хотел перейти дальше, перейти на обострение, опять же, темы и слово производителю передать, есть такой вопрос, как распределительные центры. А вокруг этого очень много копий ломается. То есть мнение есть, что распределительные центры еще не нужны или уже не нужны. И мнение непосредственно с позиции производителя, насколько это может создание специализированного распределительного центра под Уфой для сельхозпроизводителей, для фермеров может каким-то образом серьезно повлиять на рынок? Или это всего лишь некая будет косметика и упрощение работы в какой-то части для попадания на полки и расширения сбыта? Если брать две категории, кто работает с распределительными центрами, это федеральные сети и внутренние сети. У нас в республике есть распределительные центры вообще как таковые, которые можно назвать в полном смысле слова распределительными центрами? Они это конкретных торговых сетей. То есть они, естественно, используют для себя, где используют свой транспорт, и туда привозят наши производители республиканские, крупные, и оттуда они уже распределяют по своим сетям. Это, безусловно, удобно, и это в разы увеличивает объем выпуска продукции и реализации. Они, естественно, полезны. Если брать, допустим, нашу конкретную совхоз Алексеевский, нашу молочную продукцию, где у нас скоропорт, у которого от 3 до 7 дней. Который особо нет смысла куда-то везти, да. То же самое молоко. 3 дня у нас срок годности, мы его привезли на РЦ, они у нас в следующий день отвезли, и, соответственно, с последним днем они выставили его на полку. Покупатель придет, он, естественно, от него будет отказываться. А у кого уже сроки начинаются от 15 суток, для них это, безусловно, удобно, и они нужны. Молоко от 15 суток — это молоко? Вопрос. Это молоко, есть молоко и 6 месяцев, это молоко, просто оно идет специализированная требования к сырью, то есть оно обязательно должно быть термоустойчивое, оно обязательно должно быть высшего сорта по ГОСТу, и специфика переработки, она же за 1 секунду нагревается до 138 градусов, и тут же за 1 секунду остужается. Да, естественно, все живые микроорганизмы убиваются, но витамины, которые есть в молоке, они остаются. Здесь идет специфика уже к сырью, молоку сырью, которое дают, которое не всегда
может соответствовать. Возвращаясь к распределительным центрам. Распределительные центры крупных сетей, да, а распределительные центры, которые, насколько кооперация на сегодняшний день созрела к такому запросу, как некий РЦ для тех, кто кооперируется, либо на сегодняшний день нет смысла, потому что вот Алексею Траберу хотел бы два слова дать на это. Да, в этом вопросе экономическая составляющая для крупных сетей, она всем понятна. Для мелких сетей и для мелких производителей это, наверное, единственный шаг для того, чтобы снизить логистические расходы. Ну, то есть мелкий производитель, мелкий фермер не в состоянии в течение дня или своим транспортом обеспечить развоз на 20, 30, 50 точек. Затраты неподъемные зачастую. Это большие затраты, да, то есть везется очень ограниченное количество единиц товара, потому что, собственно, и потребители в мелких магазинах это не крупный супермаркет, это не исчисляется сотнями, это исчисляется единицами и десятками, вот, и, соответственно, расход на единицу продукции очень высокий. Поэтому РЦ, или, может быть, сказать, какой-то вариация РЦ, это может быть какой-то логистический оператор, который консолидирует на своих площадях, в своих холодильниках в данном случае. Мини-РЦ, да? Да, мини-РЦ, то есть я бы больше называл это логистическим оператором. Тот, который берет на себя оптимальную компетенцию довоза продукции и снижает таким образом себестоимость для... Соответственно, выбор места размещения — это уже вопрос анализа территории, размещения производителей, производственных зон и так далее. Анализа налогов, электросетей и всего остального. То есть здесь, конечно, без участия муниципалитетов, наверное, невозможно что-то сделать. Сложно. Да. Сложно, неподъемно. Помощь в этом вопросе была бы не лишней, да, потому что зачастую невозможность выполнения каких-то технических моментов, да, тех же холодильников, тормозит или весь процесс. Зон для разгрузки-перегрузки бывает действительно камнем преткновения и для реализации тех или иных начинаний. И я думаю, что на это стоит обратить внимание соответствующих структур, которые могут в этом оказать какое-то содействие. Не так много времени до конца передачи. Хотел бы такое небольшое резюме от обоих коллег слышать. Все-таки рынок молочной продукции в Уфе, мы говорим, в Башкирии, насколько все-таки это для местных производителей больше возможности, или все-таки, грубо говоря, конкуренция территориальная, этот рынок, фактически может... мы ответили на этот вопрос, но так или иначе этот рынок перестанет быть республиканским, то есть в том объеме, именно представленным республиканским производителем, объеме, в котором он есть сейчас. То есть ваше мнение, все-таки куда все движется? По моему мнению, в республике у нас созданы все условия, как для работы и крупных переработчиков, производителей, так и мелких. Есть у нас представлены и федеральные, и внутренние сети, так что все условия созданы для развития, расширения всех слоев буквально. Я бы добавил, что нужно отталкиваться все-таки от потребителя, и если потребитель хочет получать продукцию разнообразную, то, соответственно, мы со своей стороны должны максимально идти навстречу потребителю и удовлетворять его спрос. Соответственно, будут и те, и другие. И эта тенденция, я думаю, какой-то паритет все равно останется. На полках мы будем видеть всех производителей, ну а нашим партнерам, нашим производителям, особенно региональным, я бы хотел пожелать очень, так скажем, правильного труда и максимально взаимодействовать с потребителем. Часто они оторваны и производят не то, что хотелось бы потребитель. Потребитель проголосует за то, что ему интересно и полезно. Я от себя резюмирую, что события с закрытием некоторых предприятий — это скорее внутренняя история, и рынок готов принять новые товары, и для этого рынка есть перспектива. Буду прощаться. Напомню, это была программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. У нас в гостях были Алексей Трабер, торговый сеть «Дворик», и Алексей Сарафинос, представитель совхоза «Алексеевский». До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Никакого секрета.